Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это первый выпуск после объявления режима самоизоляции. И мы взяли на себя ответственность выйти в прямой эфир через нашу студию. Что ж, не стоит забывать, что в студии работает не только ведущий, но и тут есть большая команда людей, которые самоотверженно решили работать ради вас. Что ж, лично я очень рад видеть вас. Прежде чем мы перейдем к нашим датам, получается, да, мы бы хотели провести один конкурс, опрос, что вы сделали с президентскими 10 тысячами. Отправляйте к нам ответы на WhatsApp по номеру 8 914 279 22 62. Нам будет очень интересно послушать ваши мнения. Что же сегодня мы отмечаем? Сегодня мы отмечаем День поцелуев. Это действие не оставляет никого равнодушным, на самом деле, да, скажем так, начиная от дотошных романтиков, заканчивая, со снобами, да. Это действие каждого может сделать счастливым. Так что в этот день я хотел бы, чтобы вы поцеловали своих родных, особенно тех, с кем вы провели этот режим самоизоляции и оставались вместе 24/7. Вы прошли это время вместе, вы не расстались, это значит, что ваша любовь и ваши чувства искренние. Также сегодня отмечает свой день рождения 14-й Далай-лама, которого зовут Тензин Гьямцхо. Это человек, удостоенный Нобелевской премии за идею сделать Тибет таким местом мира, где нету войн и оружия, получается, да? Такое место, где нету никаких войн и оружия. И что же интересно, да, буддисты верят в то, что есть перерождение, и каждый Далай-лама перед своей смертью объявляет о том, где он переродится. Так, 13-й Далай-лама сказал, что в деревне Танцхэр родится один мальчик, который будет впоследствии 14-м Далай-лама. Что ж, делегация лам подошли туда, спросили, опросили, сделали большое дело, скажем так, опрос такой, да. После того стало известно, что этот ребенок действительно Далай-лама 14-й. И ему дали имя Чхэнцун Чхампел Нгангванг Эше Тензин Гьямцхо. Что ж, вот такая вот информация. Что ж, мы переходим к погоде. Какая же погода ждет нас на сегодня? По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы плюс 15, плюс 14, днем минус 20, минус 19. Заречье плюс 16, плюс 15, днем плюс 21, плюс 17. Южные улусы плюс 12, плюс 11, днем минус плюс 16, плюс 17. Вилюйский плюс 13, плюс 11, днем плюс 16. Нижнеленские плюс 14, плюс 7, днем плюс 19, плюс 12. Западные улусы плюс 15, плюс 10, днем плюс 19, плюс 16. Колыма-Индигирские улусы плюс 14, плюс 5, днем плюс 17, плюс 6. Янские улусы плюс 10, плюс 3, днем плюс 15, плюс 9. Северо-западные улусы плюс 7, плюс 4, днем ожидается также плюс 7, плюс 4. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 13 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, днем ожидается плюс 20, плюс 22. Что ж, конные скачки являются очень динамичным и очень популярным видом спорта, где можно радоваться победе выигрышной, либо какому-то поражению, да? И в прошлую субботу были скачки, первые скачки в режиме онлайн. Давайте посмотрим. Традиционные конные скачки на призы главы республики состоялись 4 июля на ипподроме Арктического государственного агротехнического университета. Призовой фонд составил 5 миллионов рублей. Сегодня планируется 6 скачек провести.
Но самая главная скачка – это 5-я скачка на приз главы Республики Саха-Якутия на дистанцию 2400 метров. Почему? Потому что всегда это традиционно так. Традиционно так. Мы предпоследним пускаем самых сильных лошадей. И сегодня участвуют 10 лошадей, самых быстрые, самые сильные, которые прошли отбор. Я президентом в общественных началах работаю уже 3-й год. До меня работал около 20 лет Арсений Сергеевич Николаев, глава республики. Поэтому эстафетную палочку он мне передал. Мне нравится работать с лошадьми, с людьми, поэтому с удовольствием все это делаю. В конных скачках участвуют не только мужчины, но и женщины. И на 3-м забеге победу одержала Ольга Игнатьева с лошадью с кличкой Николь. Мне нравятся лошади, вообще я люблю животных. И вот как-то так получилось, что я пришла на ипподром и вот осталась здесь. Муж у меня тренер, тоже и дети тоже хорошо уже привыкли с рождения в конюшне. В последнее время конный спорт у нас здесь очень развивается, очень много делается для этого, и я думаю, что в будущем будет еще лучше. Когда же начался конный спорт в нашей республике и какие породы и особенности имеют скаковые лошади? Лошадей начали завозить в 70-х годах. Первая партия с ростовской ипподрома прибыла в Якутск в 1970 году. Лошади так и называются английская скаковая. Это чистокровная верховая порода, выведенная в 17 веке в Англии. А родоначальником являются эти арабские лошади, восточные лошади восточной породы, персидские, арабские, вот так. Как они чувствуют себя в условиях нашего края? Они уже адаптацию все прошли, уже не первая зима у них. У некоторых 6-я уже зиму перезимовали, 5-ю, 4-ю. Они прекрасно здесь акклиматизованы. Каким качеством должна обладать скаковая лошадь для победы? Они обычно все спокойные. Очень горячая, резвая лошадь дистанцию не держит. Он где-то пройдет 1600 метров, до 2400 он не дотянет. Все, сгорает. Все выходит, весь запас выходит. Вот такая особенность. Должен быть спокойным, он стамину должен держать. От жокея зависит, конечно же, не меньше, чем от лошади. Какой основной критерий предусмотрен для жокея? Жокей в первую очередь должен вес держать. По правилам 57 килограмм президентских будет 59. Тут комиссия, судейская коллегия все рассматривает, взвешивает вместе с седлом, с уздечкой. Начался самый главный забег, 5-й по счету, на призы Ильдархана. Расстояние 2400. И я даже сейчас не знаю, кто сейчас лидирует. Кейс лошади номер 8 выиграл на этих скачках. Поздравляем победителя. Победителем стала лошадь с кличкой Брокер Барс из Мегина Кангаласов. Жокей Виталий Петров. Испытываю сейчас, словами не передать. Вот это, как и говорил, что мы вот эту победу ждали 7 лет. Соперники были достойные. Работало очень много людей, команда, можно сказать, начиная с главы Улуса, Валерий Кретович, и ребята непосредственно вот здесь в тренер-отделении работали ребята. И большая благодарность хотим выразить руководству республики, непосредственно Арсению Сергеевичу, то, что провели нашу долгожданную скачку во время пандемии. Завершились скачки, и на момент 6-х скачек сказали, что в интернете просмотров набралось свыше 2 миллионов просмотров. Это очень большие суммы, это значит, что нас смотрела вся Россия. Будьте здоровы. Действительно, скачки были очень такие динамичные, несмотря на то, что зрителей не было, но в любом случае чувствовалась энергетика самих жокеев и лошадей, которые, конечно же, хотели выиграть. Поздравляем команду Мегина Кангаласов с лошадью Брокер Барс за победу в этих скачках. Что ж, у нас есть скайп-гость первый, получается, да? Это у нас Иннокентий Уран и Павлов Виталий. Слышно меня? Здравствуйте. Да, здравствуйте, слышно. Угу. Вы уже, как я вижу, едете на работу? Да. Угу. Ну что ж, расскажите, мы
вас назвали звездами пандемии. То есть, получается, вы являетесь теми людьми, которые во время пандемии, скажем так, не стухли, а наоборот, набрали обороты и стали работать. Вот, расскажите о вашей деятельности. Что рассказывать? С чего Да, началась ну, ваша идея? Раньше, у нас деятельность раньше была чуть-чуть другая, мы станки производили. Потом вот во время пандемии все остановилось. Пришлось подумать, какой новый план, и мы решили сделать рециркулятор воздуха. Мгм. То, что сейчас имеет спрос. Мгм. Ну, получается, расскажите, как к вам пришла эта идея? Так. Ну, наш знакомый нам прислал фото рециркулятора и Мгм. спросил, вот такой делаете. Ага. И вы Ага. сказали да. Мы посмотрели и сказали, да, делаем. Ага. Ну, то есть уже пошли вперед, получается, да? Рециркулятора не было еще, но вы сказали да, и уже процесс пошел, получается. Да. Очень здорово. Уже посмотрели, изучили Мгм. подробности, потом уже... Ну, поначалу было как-то вяло, мы просто интересовались, по сайтам Мгм. смотрели и поняли, что в Якутске уже рециркуляторов практически не оставалось. Мгм. Во всех аптеках, во всех магазинах медтоваров уже не было. Ага. Никаких ламп. Мы по всему Якутску нашли только 3 штуки. Ну что ж, Потом поняли, что товар имеет спрос. ага. Для тех, кто не знает, что такое рециркулятор, что это такое? Рециркулятор воздуха – это, получается, корпус, внутри которого установлен бактерицидная лампа, Мгм. или в народе называют его кварцевой лампой. Мгм. И установлен вентилятор. Мгм. И получается, вентилятор в себе всасывает воздух, а внутри установленная бактерицидная лампа обеззараживает воздух, и с другой стороны уже выходит очищенный воздух. Мгм. Ну вот, я вижу, что вы с позаранку едете на работу. Скорее всего, работы очень много, значит, вы набрали уже обороты. Сколько рециркуляторов вы делаете в день? В день мы делаем где-то 2-20. Ну, где-то 5-10, можно еще больше. Мгм. Сложно их делать? В принципе, нет, не сложно. У нас технология очень хорошая, и совместно с региональным центром инжиниринга на базе регионального инжиниринга делаем там, на лазере все вырезаем, оцинкованные листы, потом его гнем, порошковой краской. Мгм. Потом уже у себя в цеху мы собираем электронику внутреннюю. Ага. Ну, кроме рециркуляторов, что вы еще делаете? Кроме рециркуляторов, еще делаем защитные экраны для лица. Мгм. И что Тоже, это как бы, за... спрос имеет. Ага. Я То ее есть, очень получается, да? И она имеет спрос на этих, ну, работника обсерватора, вот, Мгм. на медики, 03, все, кто работает на фронте вот этого. Ага. Ну вот, получается, это что? Это вот такая маска, да, прозрачная маска, которая защищает Да. от опыления каких-то там вируса, или как? Как он действует? Ну, она защищает от брызг, Мгм. ну, как бы считается дополнительной защитой. Мгм. Ну, матерчатую вот эту маску стоит одевать с ним, вместе с этим, да? Да. Ага. Ага. И вот, рядом с тобой сидит секретный твой инженер. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Расскажите, как вам работается в этой организации? Очень хорошо. Ну, мы сплоченная команда. Мгм. Все делаем вместе, быстро и четко. Ага. Какие у вас цели на ближайшее будущее? Ну, планов очень много. Мгм.
Инноваций очень много. Мгм. Будем делать, будем думать, Мгм. будем инженер. Ну что ж, ребята, я вам желаю успехов, чтобы вы росли, ваше дело росло, чтобы ваши рециркуляторы помогали всем. Спасибо большое, ребят. Спасибо. Что ж, далее мы расскажем про вступившие в силу с 1 июля изменения в законе. И начинаем с первого пункта. С 1 июля снова будут произведены единовременные выплаты детям до 16 лет. В случае с июнем, да, там было ограничение с 3 лет до 16, а в этот раз этого ограничения нет. И, то есть, получается, каждый, кто заполнил заявление, получает на ребенка 10 тысяч рублей. Что ж, с 1 июля пенсионеры, опекуны и попечители на платной основе станут получать индексированную пенсию. В соответствии с новым законом их перестанут считать работающими. То есть до этого, получается, пенсия не индексировалась, оставалась фиксированной, а в этот раз, получается, она будет каждый раз индексироваться, то есть денег будет больше, грубо говоря. С 1 июля вступит в силу закон, в соответствии с которым решение о предоставлении мер поддержки инвалидов соответствующие органы будут принимать на основе информации из Федерального реестра инвалидов. Это тоже очень полезно для групп этих людей, так как бумажная волокита, она всем мешает, получается, да. Это, ну, можно сказать, другие органы переняли бы эту практику на себя, потому что очень неудобно бывает носить столько много бумаги для того, чтобы сделать какую-нибудь одну функцию. С 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых, да, это касается очень многих людей, распространится на всю Россию в рамках режима предпринимателей без наемных работников, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц. Например, это таксисты, репетиторы, няни, отчисляют подоходный налог в размере 4% в случае работы с физлицами и 6% при работе с компаниями. Ну что ж, скажем так, за самозанятых тоже взялись, но я думаю, что это тоже как-то будет урегулироваться, также будут какие-то всеразличные поддержки для этих групп предпринимателей. С 1 июля пройдет ежегодная индексация тарифов ЖКХ. Ну, скажем так, тут уже без комментариев, потому что никому не нравится, когда ЖКХ повышается, но тем не менее, каким-то образом оно повышается. С 1 июля начнется внедрение умных счетчиков электроэнергии. Эта функция тоже очень, в принципе, полезная, так как, ну, штатный человек иногда забывает просто передать свои счетчики, да, скажем так. А в этот раз, получается, это можно будет сделать без него. С 1 июля вступит в силу постановление правительства, в соответствии с которым пассажиры смогут вернуть деньги при отмене поезда дальнего следования из-за чрезвычайных ситуаций, из-за угрозы ее возникновения или введения режима повышенной готовности по всей России или на ее части. Что это значит? Это значит, что если у вас есть билет на поезд, но вы по каким-то чрезвычайным ситуациям не можете поехать, вы можете вернуть деньги. Также вы можете в течение года просто перенести дату с таким же тарифом. С 1 июля все транспортные средства классов М2 и М3, это грузопассажирские свыше 8 мест, осуществляющие регулярные перевозки, должны быть оснащены тахографами. Это устройство регистрирует данные о маршруте и скорости движения, а также режиме труда и отдыха водителя. Это очень важное введение, так как, ну, вы знаете, да, межрегиональные такси ездят по часу очень быстро, допустим. Ну, скажем так, ездил я как-то до Вилюйска и доехал чуть ли не, скажем так, за 6-7 часов. А это очень быстро. И это, ну, на самом деле влияет на здоровье водителя, получается, да. Он едет без отдыха, а также это очень стресс, ну, как бы повышается стресс для пассажиров. Также у нас остается с 1 июля 2020 года становится обязательной маркировка лекарств. Препараты, поступившие в оборот до этой даты, можно будет продавать до конца их срока годности. Покупатели получат возможность мгновенной проверки легальности товара с помощью приложения «Честный знак». Это действительно очень хорошее введение, так как можно проверить, настоящее это лекарство или нет. С 24 июля вступит в силу поправки, разрешающие получение российского гражданства в упрощенном порядке для нескольких категорий людей. Это граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы, а также иностранцев не менее 3 лет, состоящих в браке с гражданином России, проживающие на территории России или у кого хотя бы один родитель гражданин России, проживающий в России. Ну что ж, говорят, что
Мгм. Говорят, что любовь живет 3 года. Получается, спустя 3 года, если ваши отношения сохранились, наше государство готово взять на себя ответственность, сделать из него гражданином России. Что ж, мы идем дальше, и у нас следующий гость. Мгм. Это это Ксения Рахматуллина. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Хорошее. Мгм. Ну что ж, расскажите, у нас, конечно, тема очень злободневная, скажем так, да? На территории нашей республики сейчас есть очаги пожаров большие. Какой объем, охват? Расскажите об этом. По оперативным данным авиалесоохраны на территории Якутии действует 113 природных пожаров. На общей площади пройденной свыше 380 тысяч гектар. При этом площадь активного горения составляет всего лишь 577 гектаров. Мгм. Площадь пожаров уменьшилась. Ну, то есть, по сравнению с прошлым годом, расскажите, это много или мало? За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 1139 природных пожаров. Мгм. У нас действительно мы не догнали прошлый год. То есть обстановка стабильно сложная. Ну, слава богу, да? Расскажите, Да, у как... нас Да, пожаров не возникло, и 70 при этом ликвидировано было. в основном, скажем так, из-за чего происходят природные пожары? Но основными причинами природных пожаров это, конечно, являются сухие грозы, которые нашли на территории региона, жаркая в течение 2 этих недель. Также есть человеческий пар. То есть, несмотря на то, что у нас с прошлого года запрещено проведение сельхозпалов, граждане продолжают производить. Так, в Среднеколымском районе у нас уже возбуждено одно уголовное дело в отношении. Также еще по нескольким материалам сейчас находится в проекте на возбуждение уголовных дел. Вот недавно на днях над Якутском был туман, получается, да? Скажите, а с какого очага идет этот туман? Я вот даже не знаю. Это задымление, которое пришло к нам в столицу, было связано с прохождением ветра от Жиганского и Тамбовского района. Ну, это достаточно не близко, да, на самом деле? Ну, пожары, как на тот период у нас были свыше 1 миллиона гектар. То есть, если мы говорим сейчас на конкретные сутки, то у нас площадь пожаров уменьшилась более чем на 800 тысяч. То есть, разница очень большая. Ну, динамика просто отличная. Ну что ж, Ксения, я вам желаю скорейшего тушения всех пожаров на свете, скажем так, и дальнейших успехов в работе. Спасибо, Ксения. Всего доброго, до свидания. Что ж, посмотрим сейчас на опрос. Сколько у нас опросов? Так, вот, есть первый ответ. С 1 июня снова будут произведены единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. В июне средства полагались для детей в возрасте от 3 лет. В этот раз ниже возраст, границ нет. Нам сообщили, но эту информацию мы уже передавали. Мы спрашивали именно, на что вы потратили эти деньги. Вот. Ага, здравствуйте, новый день. На эти деньги я купила 2 велосипеда своим детям. Пишет Дарья из Якутска. Что ж, Дарья, вы сделали очень правильный выбор. Эти деньги не ушли зазря. А ребенок, когда учится велосипеду, всегда есть полезные, в общем, для моторики вещи. Что ж, и у нас следующий гость в скайпе – это Галина Кутугутова, сотрудник библиотеки имени Пушкина, да, нашего государственного. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Что ж, вы очень находитесь в таком ярком месте, значит, где вы находитесь? А я у себя во дворе и работаю на удаленке, поэтому воспользовалась такой погодой. Классно. Тема нашего разговора, что 6 июля начинают работать библиотеки. В каком режиме вы будете работать? Но мы будем работать в очень таком, таком ужатом режиме. Будут работать только 2 отдела. Это отдел абонемента, то есть люди могут вернуть книги и забрать книги, да? И сектор электронных услуг. Читальные залы пока не работают.
У меня до пандемии, получается, я у вас взял 3 книги и еще до сих пор не вернул. Есть ли какие-то штрафы на меня? Ну, сейчас для того, чтобы вернуть или заказать книги, есть очень удобные сервисы, запущенные на нашем сайте nlrs.ru. Вы записываетесь по времени, выбираете дату, время, то есть время посещения в библиотеке пока очень ограничено, то есть полчаса. То есть вы приходите, заранее записываетесь и можете также заранее заказать какие-то книги. Тоже воспользовавшись сервисом, вы заказываете, и эти книги будут готовы. То есть вы не будете тратить время, чтобы их долго ждать в библиотеке. Ну, расхаживать по библиотекам бывает действительно очень интересно. Ты там смотришь, какие библиотеки есть книжки. Вот этого, получается, не будет. Отводится только 30 минут. Да, да, 30 минут, потому что в связи с такой обстановкой эпидемиологической мы всего лишь на первом этапе нашего открытия. Конечно, мы очень надеемся, верим, что с 16 числа начнутся какие-то другие, вводиться, разрешаться что-то, да, но пока вот так вот. Ну, получается, вот в огромном здании библиотеки, да, получается, будут входить только по одному читателю, или как? Нет, почему? Или по отделам? По отделам. Например, в секторе абонемента там у нас сделаны разметки, везде стоят санитайзеры, будут измерять температуру. То есть, в принципе, нахождение людей, наше здание большое, в принципе, Да. нахождение будет такое нормальное, но с учетом дистанцирования. Расстояние 1,5 метра друг от друга будет учитываться, получается. Да, да. Что ж, что бы вы хотели пожелать будущим своим читателям, которые, возможно, вот только что решились подойти к вам? Ну, читайте книги, пользуйтесь нашими электронными ресурсами. Во время пандемии с марта месяца у нас удивляет и радует эта книговыдача ежедневно. Она достигает 10 тысяч книг в электронной библиотеке. То есть люди читают книги, и нас это очень радует. Также у нас есть очень много подписных ресурсов. Через нас люди могут бесплатно читать Литрес, Лань и другие электронные библиотеки. И нас это очень радует. Поэтому мы все ждем, когда откроются читальные залы. И будем... К нам ежедневно поступает очень много звонков и сообщений в социальных сетях и на сервисе в электронной библиотеке. Когда же вы откроетесь? Когда можно будет посидеть в умной тишине. Вот. Так что по вам тоже скучаем. Ну да, действительно, ну, в библиотеке ты даже сам меняешься. У тебя речь меняется, у тебя походка меняется, становишься каким-то осознанным, умным, получается, да? Вот. Я очень рад, что действительно вы открываетесь. Я надеюсь, что вашему примеру уподобятся и другие библиотеки нашей республики. И после этого, ну, чтение книг будет более доступным. Мы вас всех ждем. Да, Галина, спасибо большое за информацию. Пользуйтесь нашим сайтом. Хорошо. Галина, большое спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо, до свидания. Ну что ж, русский блок просто незаметно закончился, и мы передаем эстафетную палочку нашим коллегам из якутского блока. Это Петр и Айталина. Да, вот они смотрят на нас, смотрят на меня и ждут выхода своего. Встречайте в студии мои коллеги. Доброе утро. Доброе утро. Да, наконец-то. Бу түгәне биһи олус тәкәсәп Олус тәкәсәп кырҗык оттан басты классы киер олар курдук. Долгуя бу тарараттан биһиге бәртәхана сынаны бәрәхтиргә күнде күрәчләр битер бәлҗе сүз берән белән биттекар. Онны коттан билген тохта хачак соқ болла һеги биһиге берибдер хаятып даны кытты хатын сөп бу агас филгөлели битне сөтөгүл саната бит. Оннука. Оннан кылгас тохта бул канеттан каяндаганы биһиге өрө аннамыда бирге көтөк бит бирге болоп бит.